Бой комментирует старший тренер клуба «Нокаут», чемпион мира 2013 года по кэмпо в разделе кикбоксинг Заур Гаджи Алиев. Оба бойца встречаются в первый раз. В красном углу представитель тайского бокса ЛГТУ Гамзат. В левом углу представитель тайского бокса и кикбоксинга клуб «Нокаут» Дуркизенов Рустам. Рустам у нас стал чемпионом республики по кикбоксингу в двух версиях. Ребята встречаются впервые. Возраст и вес у ребят абсолютно одинаковые. Вот, ну, вы видите, что и один, и второй спортсмен, в принципе, без всякого разведочного боя начинают работу жестко, быстро, накидывая, ну, можно понять, идет давление со стороны. Ну, очень хорошо работает ногами у нас Рустам. Посмотрите, что уже третий раз за этот раунд попадает, в четвертый раз попадает. Вот, преимущество забирает уже в свою сторону. Вот, такая немножко оценка идет. Допустил ошибку, встал в угол, тем самым дает себя вбить. Стоят ребята немножко, устали, видно. Выцеливает Рустам у нас. Видно, что выцеливает. Гамзат немножко суетится. В клинч вошли. Раунд закончился первый. Раунд закончился. Но, по моему мнению, все-таки победа в этом раунде, активность больше была у синего партнера. Записываем оценку судей. Что судьи говорят? Свои оценочки записываем. Видим на повторе, как атаку Рустама. И затем он остановился и дает себе бить, становится в угол. Это, конечно, такая грубая ошибка. Второй раунд. Ну и Рустам очередной раз начинает атаку с ноги по корпусу и затем руками. Вот, представители тайского бокса подсказывают представитель буревестника подсказывает работать ногами, потому что боец практически не работает ногами. Провалился Рустам и получил рукой. Такая немножко возня идет, ребята не знают, как поймать друг друга, как немножко пробить, потому что вес, сила у ребят и возраст одинаковый. Вот в клинч стали оба, расцепили их. В захвате бьет спортсмен красного угла. Напоминаю, что удары в захвате не оцениваются, даже если одна рука находится на плече. Хорошо встретил и получил. Ребята устали, о защите уже не думают, что один, что второй. Ручки отпустили уже на уровень груди. Вот вы видите явно в этом подтверждение. Оба опять возня пошла, проваливаются оба. Хотят жестко ударить и проносят удары с максимальной силой и проваливаются, что один, что второй. Удары в затылок. Работа по корпусу, но это в захвате не оценивается. Подсказывает вот ему Мавашигири, боковой удар ногой в голову. Можно было отсчитать, но раунд закончился. Поэтому отсчет не было.
Так, ну в этом раунде был активен боец красного угла. Судьи показывают ему баллы. Так, если я не ошибаюсь, то по моим подсчетам 1-1, это решающий раунд. Первый раунд был за бойцом синего угла, второй раунд за бойцом красного угла. Вот, видите, как он проваливается, Рустам, и получает 2 удара. Затем отвечает, удар попадает, раз попадает, 2, и все, и боец красного угла уходит в защиту. Решающий раунд. О, хорошо, как всегда, Рустам начинает свои атаки ударом правой ноги в корпус. Устали, ребята, оба устали. Практически ногами не работают. Давление идет сильное. Ребят поддерживают, давят на них. Рустам остановился, устал, он остановился, перестал атаковать сам. И Гамзат почувствовал это и начинает поддавливать, идти вперед. Вот. Нет подсказки синего угла, никто не подсказывает. Может быть, и с подсказками было бы, динамика боя была бы немножко другая. Но сейчас эта динамика напоминает мне динамику первого боя. То есть ребята вообще не защищаются. Оба идут в атаку. Оба проваливаются. Ну и также Рустам наносит удары по ногами. Правой ногой наносит удар в корпус. Мы слышим давление с красного угла. Подсказывают, что делать. Захват, удары захвата не оцениваю, разъединяю бойцов и даю возможность, небольшую возможность отдышаться и работать дальше. Такая возня, ну это понятное дело, что интенсивный бой, ребята устали. Ждем оценку судей. Ну, в этом раунде решающим словом, так как судьи оценили в ничью, и решающим словом был центральный рефери. Боец был синего угла, был с моего клуба. Вот. И я дал победу, если не ошибаюсь, красному углу. Да, такие дал победу красному углу, чтобы наш Рустамчик не расслаблялся.